Лучшие мысли человечества. Путь в 1000 миль начинается с одного шага. Конфуций. Деятельность – единственный путь к знанию. Бернард Шоу. Повторять чужие слова не значит еще понять их смысл. Джалалиддин Руми. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений. Джеймс Лоуэлл. Читать не размышляя – все равно, что есть и не переваривать. Эдмунд Берг. Если человек не умеет размышлять, то даже если он прочтет гору книг, он заслуживает лишь, чтобы его называли книжным шкафом. Сюсиэмо. Можно дать совет, но нельзя дать разума им воспользоваться. Франсуа де ла Рошфуко. Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное. Эсхил. Человек, которому кажется, будто он очень ясно излагает свои мысли, не всегда бывает понятен другим, потому что он идет от мысли к словам, а слушатель – от слов к мысли. Никола Шамфор. Дураков меньше, чем думают. Просто люди не понимают друг друга. Люк де Вовенарк. Конфуцианцы и буддисты спорят друг с другом, потому что конфуцианцы не читают буддистских книг, а буддисты не читают конфуцианских книг. И те, и другие судят о том, чего они не знают. Чэнь Цзэжу. Заблуждаются не потому, что не знают, а потому, что думают, что знают. Жан-Жак Руссо. Судьба не случайность, а предмет выбора. Ее не ожидают, а завоевывают. Уильям Брайан. Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею. Томас Фуллер. В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все, что угодно, но только не себя самих. Платон. Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. Сенека. День – это маленькая жизнь. Максим Горький. Не все ли равно, если твоя жизнь будет продолжаться 300 или даже 3000 лет? Ведь живешь только в настоящем мгновении, и кто бы ты ни был, утрачиваешь только настоящий миг. Нельзя отнять ни нашего прошлого, потому что его уже нет, ни будущего, потому что мы его еще не имеем. Марк Аврелий. Есть люди столь скупые, как если бы они собирались жить вечно, и столь расточительные, как если бы собирались умереть завтра. Аристотель. Жизнь – это то, что происходит с нами, пока мы строим планы на будущее. Василий Головачев. Собственно говоря, лишь очень немногие живут в настоящем. Большинство готовится жить позднее. Джонатан Свифт.
Те, которые упускают настоящее, не пользуясь им, а стремлениями и надеждами живут только в будущем, похожи на тех ослов в Италии, ход которых ускоряют тем, что на привязанной к их голове палке вешают у них перед носом связку сена, и они все надеются до нее добраться. Артур Шопенгауэр. Большинство людей откладывают на завтра то, что надо было сделать позавчера. Эбенезер Хоу.